Продолжаем наш эфир обзорами экономических, спортивных событий, мировых новостей и чрезвычайных происшествий. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Глава Якутии Айсен Николаев встретился сегодня с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Обсуждались вопросы развития фундаментальной науки. Речь шла и об участии научного сообщества в геологических исследованиях. Глава региона поблагодарил академика за визит и отметил, что за последние четверть века президент Российской академии наук впервые посещает Якутию. Напомним, что Александр Сергеев прибыл в республику сегодня. Он проведет ряд рабочих встреч, примет участие в совещании по вопросам комплексного освоения арктических территорий и вылетит в Тикси, где посетит Полярную геокосмофизическую обсерваторию. Российские ученые совместно с сотрудниками Института мерзлотоведения начали исследование слоев Керна-Батагайки. Это термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе республики. Так, образцы ожидают исследования геохимического, микробиологического и геологического характера. К изучению Батагайки также присоединятся и зарубежные коллеги ученых из Великобритании и Германии. Так, на сегодняшний день известно, что Керны-Батагайки – это достаточно древние отложения эпохи среднего плейстоцена. Точный возраст почвы предстоит еще узнать. Помимо прочего, не исключено, что в данных кернах содержатся и древние микроорганизмы, исследуя которые ученые смогут узнать динамику развития микробов и бактерий. Вообще предварительные результаты, они уже есть, потому что именно поэтому разрезу уже есть несколько крупных публикаций в престижных журналах, специализированных там по геологии, по мерзлотоведению. Поэтому как бы представление какое-то мы уже имеем. Но вот будем уточнять какие-то вещи, которые мы хотим более детально знать. Переходим к эпидобстановке в регионе. По информации оперативного штаба, в Якутии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске заболели 20 человек. Также в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Алекминском районах по 2 случая. За сутки лаборатории республики провели почти 2000 исследований на COVID-19. Сегодня исполняется ровно год с первого зафиксированного случая COVID-19 в Якутии. Получился этот год непростым и полным событий. Мы узнали у жителей республики, как изменила их жизни пандемия коронавируса. Что изменилось в вашей жизни за время пандемии? Ой, ну мы сидели дома. То есть ничего не поменялось? Ну, стали, наверное, осторожнее в обращении, наверное, в бытовом отношении, да? Ну, и дети, наверное, стали тоже вот мыть руки, все такое. Вот так вот. Пришлось все пересматривать очень сильно на финансовую сторону. Конечно, больше времени для себя нашлось, для чтения, для живого общения с родными, но в работе это очень сильно сказалось. Ну, застой был. И до сих пор как бы это длится. Вот. Ну, задумываешься о том, что нужно все переходить на онлайн. Ничего, дома сидела в изоляции. Что, пенсия как была, так и есть. Не прибавили, не убавили. Стала более, так, как сказать, более уверенно пользоваться техникой и использовать в своей работе то, на что я раньше не обращала внимания, и я полагала, что в техническом отношении я человек слабый. Но поскольку я педагог дополнительного образования, мне пришлось осваивать не только Zoom, но и такие современные устройства, как камера на 360 градусов, монопод. Меньше из дома стал выходить. Меньше с друзьями общаюсь. Ну, вживую имеется в виду. Только дистанционно. Только настроение немножко подпортилось. Много чего, если честно, изменилось, но пандемия – это не повод оставаться дома или не выходить. Ну, конечно, нужно как-то меры соблюдать, но всегда есть чем заняться даже дома. И в результате подготовки у меня изменилось то, что я стал чемпионом России. Я кредиты закрыла,
Я, короче, успешно все у меня. Так, и это самое, еще во время пандемии я много училась по Инстаграму, по Фейсбуку. Так, и еще много чего изменилось. Ага. Все положительную сторону. Особенно запомнился прошедший год медицинским работникам, ведь врачам было особенно сложно встретиться с неизвестным врагом. Какие уроки пришлось усвоить медикам? Попытаемся ответить на этот вопрос. Пульмонолог Татьяна Барашкова, как и все ее коллеги-медики, за прошедший пандемийный год приобрела бесценный профессиональный опыт. Если год назад приходилось искать информацию о новом вирусе в интернете, обсуждать тактику лечения с коллегами, то сейчас это они знают и применяют на собственном опыте. Но за этот год, конечно, мы научились многому. Мы очень много людей вытащили. То есть летальность по республике Саха, Якутия, да, она была даже ниже, чем по всей России. Мы стали не только ценить профессию врача, но и бережнее относиться к своему здоровью. Гигиена рабочих мест стала нормой жизни. Чаще моем руки, носим маски. Большинство из нас научилось работать удаленно. Пандемия ускорила цифровую трансформацию во всех сферах. Дистанционное обучение, которое, кстати, не всем пришлось по душе, особенно родителям школьников, имело и положительные стороны. Что студенты ждут? Они ждут то, что им вот так разжуют информацию, там, расскажут, а когда вот в дистанционном формате, там уже студент сам ищет себе информацию и думает, как ее реализовать, и переосмысливает сам. Сильно ударила пандемия за это время и по сфере бизнеса. Многим предпринимателям пришлось свернуть свою деятельность, другим же искать выходы и приспосабливаться к новым реалиям. И, конечно, моя жизнь сильно изменилась, потому что пандемия ускорила вот эти изменения в обществе, когда люди стали все заказывать, все на доставку. То есть очень сильно. И сейчас карантин сняли, но люди по-прежнему заказывают, потому что поняли, что заказывать продукты это гораздо удобнее, выгоднее и проще, чем ходить самому с тяжелыми сумками по магазинам. Пандемийный год стал не только годом ограничений, но и переоценки ценностей. Вот такие испытания, они приводят к тому, что человеческая личность развивается. И с этой точки зрения то, что с нами происходит, это хорошо, потому что я знаю, что очень многие люди переосмыслили вообще свою жизнь, свои ценности, отказались от лишнего, наконец-то остановились от этой суеты бесконечной, да, и увидели, что вообще в жизни стоит того, да, чтобы это хранить, сохранять и оберегать, а что, собственно, является пустым, и можно от этого отказаться. Удивительно, но факт. Пандемия научила нас в мелочах видеть главное – человечность, неравнодушие и заботу. Мы стали сильнее и терпеливее, и хочется надеяться надолго. Туяра Филиппова, Катерина Винокурова, Александр Хавренко, Якутск. Зампред правительства республики Ольга Балабкина на форуме про ДФО рассказала о том, как было сложно преодолеть недоверие населения к вакцине от коронавируса. Информационная кампания по восприятию вакцины как способа выхода к доковидным условиям, которая проводилась с начала пандемии, была очень тяжелой, сказала она. Ольга Балабкина отметила, что вакцинация является добровольной и проводится в Якутии с соблюдением противопоказаний и с осмотром у врача. Также, по ее словам, в республике есть ряд районов, которые могут находиться в определенной природной изоляции. Поэтому вакцинация в регионе во многом зависит от выбранного способа логистики, сказала вице-премьер. Сейчас вернемся к визиту президента Российской академии наук в Якутию. В эти минуты в здании Якутского научного центра находится мой коллега Дмитрий Тымыров. Именно там прошла встреча главы республики с Александром Сергеевым. Дима, приветствую, ждем от тебя подробностей встречи. Василий, здравствуй. Встреча главы региона и с научной общественностью проходит в эти минуты в актовом зале Якутского научного центра. Также здесь я хочу отметить, что прежде чем пройти в актовый зал и встретиться с научной общественностью, приезжий гость, то есть президент Российской академии наук, принял участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски, которую сегодня установили на фасаде здания. А также после мероприятия они прошли здесь в фойе
Якутского научного центра, где ему показали научные открытия и научные наработки молодых ученых и в целом представителей научного сообщества региона. Далее они прошли уже в зал, и, как я уже повторюсь, они сейчас принимают участие на круглом столе. Но гость Александр Сергеев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски немного рассказал о цели своего визита и вклад региона в развитие науки страны в целом. Давайте послушаем, что он нам сообщил. Сегодня обсуждали, в частности, вопросы, связанные с развитием минерально-сырьевой базы республики. Да, конечно, Россия – это страна природных богатств, но так вот у нас получилось, что после развала Советского Союза не очень много внимания уделялось и продолжает не очень много внимания уделяться разведке новых минеральных ресурсов. Вот это сейчас очень нужно Якутии, и в том числе для того, чтобы правильным образом выстраивать инфраструктуру, которая позволяла бы вам не просто производить и посылать на экспорт или другие регионы страны то, что здесь добывается из ваших нет, а что здесь были высокие переделы продукции, чтобы вы действительно получали здесь высокую добавленную стоимость. Вот это вот один из очень важных моментов, одна из задач нашего приезда сюда. Ну, с минуты на минуты здесь начнется пресс-конференция, поэтому мы на этом завершаем. Более подробно будем рассказывать в последующих выпусках новостей. Дима, спасибо. Будем ждать от тебя подробностей следующих встреч. А пока идем далее. В регионе впервые провели операцию по установке импланта костной проводимости. Высокотехнологичные операции по возвращению слуха начали делать в Якутске. Чтобы провести первую операцию по установке импланта костной проводимости, в столицу приехал ведущий клиникой технический специалист группы компании «Исток Аудио» Юрий Некрасов. Так, в уши пациента вживляют специальные импланты, после чего малыши могут полноценно развиваться. Раньше подобные операции делали лишь в клиниках других городов страны. Мы думали, что будет это все делаться в Москве. Написали на квоту. Квоту нам не дали. Ну, вообще нам даже ответа никакого не пришло насчет квоты. И из милосердия нам отправили хирурга. То есть они пошли как бы нам навстречу и отправили сюда. И тут уже были переговоры с сурдологическим отделением, с лор-отделением. Они предоставляют операционную, и хирург, получается, приезжает и показывает мастер-класс, как ставить. Насколько я знаю, он ездил по многим регионам и вот многим показывал. Вообще сказали, что он будет очень идеальный слух, то есть в отличие от аппарата, вот, который у нас был, он просто одевался на, получается, ободочки. Он очень сильно свистит. То есть ребенок бегает, по волосам слезает, и постоянный свист. То есть как бы толку-то от него-то и не было. Операция прошла хорошо, все по плану, установили имплант. Теперь нужно выждать месяца 3-4, чтобы он укрепился в кости. И дальше местные специалисты установят опору, и затем дней через 10 на нее установят речевой процессор, через который ребенок будет воспринимать звук. Я надеюсь, что местные врачи в дальнейшем будут проводить такие операции. Такие операции проводятся в основном детям с врожденными особенностями, когда недостаточно развито наружное ухо и среднее ухо. Устанавливается частично имплантируемый аппарат костной проводимости для того, чтобы такие дети хорошо слышали. Переходим к новостям экономики и начнем с актуального курса валют на сегодня. Итак, по информации Центробанка, 17 марта доллар остановился на отметке 72 рубля и 96 копеек. Евро стоит 86 рублей и 98 копеек. Самый выгодный курс обмена американской и европейской валюты предлагает сегодня Россельхозбанк. Доллар США покупает за 72 рубля и 52 копейки, а продает
продает за 73 рубля и 21 копейку. Цена покупки 1 евро сегодня в Россельхозбанке 86 рублей и 35 копеек, а продажа 87 рублей и 8 копеек. 3,5 миллиарда рублей выделят единой дальневосточной авиакомпании. Средства будут выделены авиакомпанией «Аврора», авиакомпанией «Якутия», полярным авиалиниям и другим участникам консорциума с тем, чтобы субсидировать внутрирегиональные и межрегиональные перевозки уже в этом году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, уточнив, что предложение финансирования будет дорабатываться с Минфином. Работы по созданию маршрутной сетки будут завершены до конца марта. Определены уже ключевые маршруты, сформирована заявка и согласована с Минтрансом, сказал министр. Продлены сроки приостановки авиасообщения с Великобританией. Такое решение принял Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России. Действие ограничений продлено до 16 апреля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Напомним, авиасообщение с Туманным Альбионом было приостановлено с 22 декабря прошлого года в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил скорректировать программу кредитования под 3% для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Подробнее расскажет Иван Лазаренко в экономическом обзоре. Иван, приветствую. В чем суть предлагаемых корректировок? Сергей, здравствуй. Дело в том, что ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые уже участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, которые не восстановились. По словам Титова, эту программу нужно сделать более адресной и включить в список получателей не только участников предыдущей программы поддержки, но и других желающих. Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Программа льготного кредитования бизнеса под 3% ФОТ 3.0 на первом этапе внедрения не показала своей эффективности, ей нужна корректировка. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он указал на то, что в частности необходимо расширить субъектность, то есть выдавать кредит не только тем предпринимателям, которые воспользовались предыдущей программой. Кроме того, он подчеркнул, что нужно предусмотреть возвратность кредитов при выполнении их условий сохранения занятости, как это было в ФОТ 2.0. Титов сказал, что в настоящее время необходимо сохранять занятость и при этом через полгода возвращать средства. ФОТ 3.0 сменит предыдущую программу ФОТ 2.0, действие которой заканчивается 1 апреля. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России с 1 января следующего года реестра турагентов. Продавать туры в стране смогут только те турагенты, которых включат в этот реестр. Вести реестр будет Ростуризм. Дополнительных денег из бюджета ведомства за это не получит. Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр будут туроператоры через личный кабинет в системе единого реестра туроператора. Это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения будет установлена административная ответственность. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России. С 17 марта родителям, которые решили потратить средства материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома, не нужно предоставлять в Пенсионный фонд России акт выполненных строительных работ. Достаточно будет предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности. Вступило в силу соответствующее постановление правительства. Напомню, с этого года размер мат-капитала увеличен и составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
С 18 марта периоды профессиональной переподготовки и повышения квалификации будут учитываться в специальном стаже врачей, учителей, летчиков, шахтеров и некоторых других работников. Сегодня на пенсию досрочно могут выйти представители 32 профессий. Для этих категорий работников важна выслуга лет, непрерывный трудовой стаж. В нем учитываются только те периоды, когда человек трудился полный день и не засчитывается время работы, например, на полставки. Но при этом в него входят больничные дни, отпуск, а теперь и периоды переобучения граждан. Это актуально для представителей тех профессий, которым регулярно приходится повышать свою квалификацию, а в первую очередь для педагогов и медиков. В среднем на свое дополнительное образование учителя, например, тратят около года, а иногда и больше. То же самое и врачи, которые должны проходить профессиональную переподготовку каждые 5 лет. Также досрочно на пенсию могут выйти работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, граждане, которые отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним областях. Право на досрочную пенсию получают и многодетные мамы. Если у женщины 5 детей, она выйдет на пенсию в 50 лет. Ростелеком в этом году планирует удвоить инвестиции в Якутию, заявил на встрече с главой республики Айсеном Николаевым вице-президент, директор макрорегионального филиала Дальний Восток Ростелеком Андрей Карташов. Стороны обсудили вопросы строительства центра обработки данных в городе Якутске и волоконно-оптической линии связи в поселке Батагай Верхоянского района. Также в ходе встречи подтверждена готовность участия компании в реализации инфраструктурных проектов по строительству волоконно-оптических линий связи в арктических районах по маршрутам Хандыгат-Тополин, Батагай, Устнера-Черский и Кирово-Жиганск. Будет продолжено участие в развитии и модернизации одного из приоритетных сегментов комплекса «Безопасный город» систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в общественных местах и местах массового скопления людей. К этому часу у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а с тобой я прощаюсь и передаю слово тебе. Иван, спасибо. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомил Иван Лазаренко. А мы продолжаем наш выпуск. Премьер правительства республики Андрей Тарасенко сегодня утром прибыл в Ленск. В ходе своего рабочего визита он посетит различные производственные и социальные объекты и проведет ряд совещаний, где обсудит самые наболевшие проблемы Ленского района. Где уже побывала правительственная делегация, какие вопросы удалось сдвинуть с мертвой точки, расскажет наш корреспондент. С нами на прямой связи Анна Кожевникова. Аня, приветствую, тебе слово. Сергей, здравствуйте. Мы находимся в Ленском технологическом техникуме. Буквально только что правительственная группа покинула это здание, которое находится в аварийном состоянии вот уже несколько лет. И вопрос о переезде в новое здание решается. Надеемся, как раз в ходе этой поездки он будет решен. Перед этим правительственная делегация во главе с председателем правительства Андреем Тарасенко посетила тоже аварийный объект «Мост» через речку Нюя, находящийся по трассе Ленск-Мирный. Эта трасса соединяет Ленск с северными районами. По ней доставляется груз северянам, и она носит, конечно, стратегически важное значение. Андрей Тарасенко сказал, что мост будет отремонтирован буквально в ближайшие 3 года. На летний период будет организована понтонная переправа. И также он настаивает на асфальтировании дороги от Ленска до моста, это 25 километров. Там как раз находится населенный пункт Северная Нюя. Нюйцы, думаю, будут очень рады, если до них будет асфальтирована дорога. Также правительственная делегация посетила Отрадненское месторождение, где оценили объемы добычи газа, также обсудили перспективы увеличения объемов и строительства газозаправочных станций. Самые важные вопросы, какие будут сегодня на повестке дня, нам расскажет заместитель главы муниципального образования Ленский район Евгений Саморцев. Мы уже провели осмотр мостового перехода через реку Нюя, это в районе села Северная Нюя, и произвели выезд на Отрадненское месторождение. Мостовой переход – это очень давняя проблема для Ленского района. Да? Мост находится в аварийном состоянии, и необходимо начинать работу уже по ремонту
В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и проводится уже определение территории, где будет располагаться этот мост. Также у нас производится, вот как раз находимся на Ленском технологическом техникуме. Это тоже как бы Ленский технологический техникум у нас в программе социально-экономического развития стратегии Ленского района, да, является одним из драйверов развития учебного, да, вот, Ленского района. Поэтому остро стоит вопрос по учебным корпусам, по общежитию. И как раз вот в рабочем порядке у нас будут вот эти вопросы решаться. С обеда правительственная делегация проведет ряд совещаний. Также Андрей Тарасенко примет участие в видеоконференции при Министерстве транспорта Российской Федерации и проведет ряд своих совещаний. Обсудят вопросы по празднованию 400-летия Витима и ряд других вопросов. Сергей? Аня, спасибо. Будем ждать от тебя новых подробностей визита премьера Андрея Тарасенко в Ленский район. А сейчас идем далее и переходим к мировым новостям. Независимо друг от друга, главы правительства Таиланда и Японии получили прививки от коронавируса. Прают Чан Оча получил в Бангкоке дозу препарата AstraZeneca и стал первым человеком в стране, который вакцинировался средством англо-шведской компании. Японский премьер Йосихидэ Суга выбрал другого производителя – Pfizer, рассказывает Сергей Берец. Прают Чан Оча, премьер-министр Таиланда, решил личным примером убедить соотечественников в безопасности вакцины AstraZeneca. Во вторник он публично привился в Бангкоке. Я не волновался, потому что давно готовился к этому. Благодарю медиков за их работу. Сегодня я укрепил доверие общества к этой вакцине. Глава тайского кабинета стал первым из подданных королевства, кому врачи вкололи средства англо-шведской фирмы после возобновления прививочной кампании. Несколько дней назад власти поставили ее на паузу в связи с опасениями по поводу возможных побочных эффектов, например, образования тромбов. Вслед за Чан Очи свои дозы получили другие члены правительства. Всем достались импортные вакцины. Таиланд начнет производство по лицензии препарата от AstraZeneca не раньше июня. Тогда же стартует массовая вакцинация населения. В рамках подготовки встречи с президентом США Джо Байденом премьер-министр Японии Йосихидэ Суга привился первой дозой вакцины от компании Pfizer. Было не больно, хотя сначала казалось наоборот. Теперь мне даже нравится. Все прошло гладко. Суга возглавил правительство Японии в сентябре прошлого года. В начале апреля нынешнего он станет первым иностранным лидером, который проведет переговоры с Байденом после того, как тот занял свой нынешний пост. В состав японской делегации, которая отправится в Соединенные Штаты, войдет от 80 до 90 официальных лиц. Каждому из них будет сделана прививка от коронавируса. На фоне взрывного роста интереса к операциям в криптовалюте в США появляются тысячи банкоматов, через которые можно купить или продать биткоин. Напомним, его стоимость недавно превысила $60 тысяч. Артем Сторонов подробнее о новом способе обмена криптовалюты. Магазины Нью-Йорка славятся тем, что в них можно приобрести почти все, что угодно в любое время дня и ночи. И теперь этот список пополнился биткоином. По всему городу появляется все больше банкоматов, где можно купить или продать криптовалюту. Все это на фоне того, что курс биткоина недавно пробил рекордную отметку в $60 тысяч. Однако пользование таким банкоматом – удовольствие недешевое. Плата за каждую операцию может составлять от 6 до 20%. Власти опасаются, что это может привести к всплеску нелегальной деятельности. Тем не менее, по всей территории Соединенных Штатов появляется все больше и больше биткоин-банкоматов. В основном их устанавливают в магазинах, на автозаправках и в небольших закусочных. По данным местных изданий, по состоянию на январь 2021 года в США действовало уже свыше 28 тысяч таких банкоматов, причем более трети из них были установлены за предыдущие 5 месяцев.
Израильские археологи провели успешную операцию, цель которой – спасти от расхитителей древности и уникальные артефакты. В ходе поисковых работ в Иудейской пустыне они обнаружили новые фрагменты свитков Мертвого моря, которые дополняют прежние находки. Еще одно открытие – мумифицированные останки ребенка, их возраст 6000 лет. Подробнее об уникальных артефактах в следующем материале. Управление древности Израиля представило во вторник археологические сокровища, обнаруженные в ходе научно-спасательной экспедиции, которая продолжалась в Иудейской пустыне с 2017 года. В числе уникальных находок, сделанных в так называемой «пещере ужаса» на западном побережье Мертвого моря, фрагменты свитков, носящих имя этого водоема. Традиция названия восходит к 1947 году, когда бедуины нашли в этих краях первые подобные артефакты. Нынешние позволили дополнить уже имевшиеся у исследователей знания и легли в общую картину, как кусочки пазла, сказал Орен Аблеман из отдела по изучению этих письменных памятников в Управлении древностей. Впервые более чем за 60 лет мы получили фрагменты библейской книги, выявленные во время археологических раскопок. Это первый случай, когда такие фрагменты попали с места раскопок прямо к нам в лабораторию. Обрывки текста – это греческие переводы откровений Захарии и Нахума из ветхозаветной книги «12 малых пророков». Их возраст около 2000 лет. Необходимость в археологической спасательной экспедиции стала очевидна, поскольку на черном рынке регулярно появлялись части свитков и другие предметы библейских времен из этой местности. Это значило, что грабители то и дело опережают ученых. Обследованы более 500 пещер и полностью раскопана дюжина из них. Попасть на некоторые объекты можно было только с помощью альпинистского снаряжения. Использовались также дроны и другое высокотехнологичное оборудование, отметил Эйтан Клейн, заместитель начальника подразделения по предотвращению краж при управлении древностей. Проект такого масштаба никогда еще не осуществлялся в Иудейской пустыне. Мы обследовали более 100 километров скал, и вы можете видеть результаты. Один из них – плетеная корзина, которой не менее 10,5 тысяч лет. Это самый древний в своем роде предмет из всех, когда-либо ставших достоянием науки. Кроме того, предстоит подробно изучить хорошо сохранившиеся останки ребенка, завернутые в ткань. Они были погребены 6000 лет назад. В каталонском муниципалитете Айтона расцвели персиковые сады. Посмотреть на буйство розовых красок, напоминающее цветение сакуры в Японии, ежегодно приезжают тысячи человек. Подробности далее. Испанская Каталония весной ничуть не уступает Японии, знаменитой своим цветением сакуры. Только здесь, в муниципалитете Айтона, 1000 гектаров полей покрывают сады персиковых деревьев. Буйство розовых красок ежегодно привлекает сюда множество туристов и местных жителей. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса, закрытых границ и локдауна людей стало гораздо меньше. Тем не менее, в минувшие выходные здесь можно было заметить посетителей, прогуливающихся между рядами деревьев, делающих фотографии на фоне цветов или просто приехавших на пикник. Для многих из них этот выезд на природу является очень символичным. Этот потрясающий пейзаж символизирует для меня начало нового цикла. Мы все на это надеемся. Прошедший год был очень сложным, но он многому нас научил. Например, тому, что надо ценить не материальные ценности, а людей, природу и такие вот виды, как здесь. По данным местных изданий, ежегодно эти сады в Каталонии производят около 150 тысяч тонн фруктов, таких как персики и груши. Возвращаемся в нашу страну. Российская компания «Промобот», разрабатывающая человекоподобных роботов, открыла во Владивостоке новое отделение. Там будут заниматься 3D-моделированием и созданием искусственной кожи и органов. Чем еще займется филиал, в материале наших коллег. Знакомьтесь, это Алексей, и, возможно, в скором будущем робот с таким лицом появится неподалеку от вас. Над его разработкой трудится российская компания «Промобот».
Недавно она открыла новое отделение во Владивостоке, которое занимается моделированием человекоподобных роботов и созданием для них искусственной кожи и различных органов. Я вообще планирую сделать центр подготовки 3D-моделирования, где у нас есть лаборатория по разработке искусственной кожи для наших гиперреалистичных роботов, где мы сделаем глаза, зубы, в общем, всю внешнюю вот эту вот оболочку, для того, чтобы вот этот, на самом деле, бурно развивающийся рынок человекоподобных роботов привнести в него эстетику, которая есть в скульптуре, которая есть в искусстве, и те знания, которые у нас есть, объединить с этими техническими цифровыми знаниями, для того, чтобы сделать качественный скачок в этом направлении. На сайте компании Pramobot говорится, что за 7 лет работы она создала уже 650 действующих роботов 7 разных моделей, которые были отправлены в 40 стран мира. Там они используются в качестве консультантов, промоутеров, консьержей, экскурсоводов, администраторов и диагностов. В данный момент мы сосредоточены на вот этой проработке, на проработке Алексея, потому что технологии все идентичные. И если мы здесь делаем качественный глаз, мы можем его использовать для всех остальных наших моделей. Вот, поэтому сейчас самое главное – это те наработки, которые у нас есть, вывести на массовые, наладить массовое производство. К концу года мы планируем, что здесь у нас уже будет массовый выпуск по этим технологиям. И плюс мы хотим выйти на полностью все тело, не только голову, но и чтобы был полностью торс, и ноги, и руки, все это было подвижным. В России роботы, произведенные компанией Pramobot, уже работают в московских многофункциональных центрах и различных вузах. По словам дизайнера и скульптора Петра Чагадаева, перспективным рынком для разработок фирмы являются также США, где значительный интерес к продукции проявили различные университеты. Штрафовать за отсутствие российского программного обеспечения на гаджетах начнут с 1 июля. Соответствующий закон принят Госдумой. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за отсутствие предустановленных российских программ на иностранных электронных устройствах. В случае выявленных нарушений должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, компании от 50 до 200 тысяч. Кабмин ранее утвердил перечень оборудования, на которое необходимо устанавливать ПО российского производства. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а еще телевизоры с цифровым блоком управления. Мошенники обманули жителя Нерюнгринского района. Злоумышленники позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что с его счета происходят несанкционированные списания, а для их предотвращения необходимо сообщить номер банковской карты и трехзначный код на обратной стороне. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую, ждем от тебя подробностей. Сергей, здравствуй. Испугавшись за свои сбережения, мужчина продиктовал запрашиваемые данные. Далее, не прерывая разговора, лжесотрудник начал расспрашивать заявителя, имеются ли у него другие банковские карты и есть ли на них деньги. Но когда мужчина сказал, что пойдет в банк и все проверит, звонивший стал убеждать его никуда не ходить, аргументируя тем, что якобы незаконное списание происходит именно по вине сотрудников банка, и в случае обращения туда они не смогут предотвратить эту операцию. Однако такое поведение сотрудника вызвало у потерпевшего подозрение, и он все же решил пойти в отделение банка, чтобы проверить информацию. Там ему сообщили, что мошенники успели украсть с его карты более 30 тысяч рублей. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мошенники убедили жительницу Якутска взять кредит, чтобы вложиться в инвестиции. 22-летняя горожанка рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Звонившая представилась Юлией и предложила заработать на инвестициях. Собеседница убедила потерпевшую зарегистрироваться на специальном сайте. Затем через приложение Skype ей позвонил куратор и обещал проконсультировать по вложениям в прибыльные операции. Узнав, что у девушки нет денег, он убедил ее оформить кредит в банке на максимальную сумму, при этом пообещав, что она его быстро погасит. Потерпевшая выполнила все инструкции, оформила на себя кредит и перечислила на указанный счет 2 платежами более 360 тысяч рублей, ожидая скорейшей прибыли. После того, как деньги были переведены, телефон куратора стал недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Житель Якутска подозревается в кражах из магазинов. Как сообщает пресс-служба МВД региона, в ходе проверки оперативной информации полицейские установили 31-летнего мужчину. Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. На этот раз он выбрал довольно странную цель для кражи – постельное белье. Находясь в помещении магазина, подозреваемый совершил хищение комплекта постельного белья и скрылся. Похищенное при обыске было изъято. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый причастен к еще одной краже. Ранее мужчина похитил комплект постельного белья из другого магазина. В его отношении возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 2 лет лишения свободы. Житель Алдана обвиняется в убийстве сына. По информации Следственного комитета, 18 ноября прошлого года во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 28-летним сыном возникла ссора. Мотивом конфликта стали высказывания молодого человека в адрес отца, сопровождаемые нецензурной бранью и нанесением телесных повреждений. В результате обвиняемый взял из кухни нож, вышел в коридор, где находился потерпевший, и ударил сына в грудь. Несмотря на усилия прибывших медработников, от полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Житель Якутска предстанет перед судом за разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщает прокуратура региона. В сентябре прошлого года ранее судимый 27-летний житель Якутска выпивал с малознакомым пенсионером. Воспользовавшись его мобильным телефоном, он узнал о наличии у пожилого мужчины крупной суммы денег на банковской карте и в дальнейшем совершил тайное хищение 8 тысяч рублей с его счета. После этого он вместе с сообщником избил пенсионера. Они отобрали находящееся при нем имущество. В результате потерпевший назвал им пин-коды от банковских карт, с которых также было похищено более 100 тысяч рублей. В последующем от полученных телесных повреждений пенсионер скончался в больнице. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям и сейчас уже направлено в суд. Отмечается, что уголовное преследование в отношении сообщника прекращено в связи с его смертью. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с углем в Челябинской области. По информации Следственного комитета России, 16 марта при движении грузового поезда в составе 2 локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Вследствие схода повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. Проводятся осмотр места происшествия, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги. Выемки необходимой документации, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Расследование продолжается. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация о происшествиях в республике и за ее пределами. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Мы продолжаем выпуск. Якутская птицефабрика продолжает модернизировать оборудование и наращивать производство. Сегодня там открывается новый цех по выращиванию ремонтной молотки. Сейчас там находится Петр Васильев. Петя, приветствую, ждем от тебя подробностей. Сергей, приветствую. Действительно, мы сейчас находимся в обновленном цехе Якутской птицефабрики по выращиванию ремонтной молотки. Здесь буквально на днях завершили установку нового итальянского оборудования, которое вы сможете видеть слева и справа от меня. Оно рассчитано на 80 тысяч птицемест. Это значит, что совсем в ближайшее время сюда заедут новые особи кур. Отмечу, что оборудование полностью компьютеризированное. Система будет управлять за контролем вентиляции, контролем подачи корма, контролем подачи воды, увлажнения и прочим удаленно, так скажем, без присутствия специально обученных лиц. Сейчас рядом со мной находится заместитель генерального директора птицефабрики Алексей Степанов. Алексей Федотович, здравствуйте. Расскажите о том, что даст обновленный объект в целом и городу, и республике. Ну, данный модернизированный объект, он нам даст не только ремонтную молотку для наших промышленных цехов, но и даст возможность продавать населению. То есть это даст новый импульс для семейной экономики и вообще для промышленного птицеводства республики. Данное итальянское оборудование у нас уже это 4-й цех. Опыт идет у нас с 2007 года.
И мы очень рады, то, что мы работаем с этой фирмой. И как бы они все наши технические пожелания, это идут в ногу со временем. И идут в ногу со временем к нам, короче. Спасибо. Отмечу, что официальное открытие состоится чуть позже днем с участием первых лиц. Напомним, что указом главы региона Айсаном Николаевым до 2024 года поставлена задача обеспечить яйцом до 65% населения. И вот этого оборудования – это еще один шаг к поставленной задаче. Подробности мы расскажем в вечерних эфирах. Сергей, у меня на этом все. Петя, спасибо. Мы продолжаем наш выпуск и переходим к спортивной теме. Крымский спортсмен установил рекорд России. Силач сдвинул с места самолет-амфибию на 1,12 метра за 40 секунд. Мероприятие проходило на военном аэродроме под Севастополем. Сдвинуть самолет весом 31 тонну на рекордную для себя отметку Силач смог с 4-го раза. При первой попытке спортсмен травмировал ногу, но все же продолжил борьбу за титул, хотя рекорд был засчитан и в первый раз. Спортсмен рассказал журналистам, что подготовка к рекорду заняла 3 месяца. На тренировках ему удавалось сдвигать самолет на еще большее расстояние. В день рекорда же помешала погода. Во время мероприятия местами шел дождь. Спустя 10 минут ему в 4-й же попытке удалось установить рекорд России и мира, протянув такое универсальное воздушное судно на расстоянии 112 сантиметров за 40 секунд 15 сотых. Наши атлеты российские славятся тем, что они никогда не сдаются. Что мы сегодня увидели? Что Джамшут, несмотря ни на что, на боль в ноге, он до последнего попытался это сделать. Зачем ему это надо? Для чего это надо? Я вам отвечу. Потому что он понимает, что на него смотрят миллионы, смотрят молодые ребята. Эта земля пропитана воинской славой. Россиянки завоевали 2 медали на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине Big Air. Детали знает Власий Сергеев. Власий, добрый день. Кто пополнил копилку российской команды? Сергей, здравствуй. Обладательницей серебряной награды стала Лана Прусакова. Ну а на высшую ступень пьедестала взошла Анастасия Таталина. Отмечу, что это золото стало для российского спорта первым на чемпионатах мира именно в этой дисциплине. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла 1-е место на чемпионате мира в дисциплине Big Air. Заключительный этап совместного мирового первенства по фристайлу и сноуборду проходит в американском Аспене. 2-е место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова, 3-й стала китаянка Гу Айлинь. Отметим, что чемпионат мира по Big Air проводился 2-й раз в истории. Для россиянок это золото стало первым в этой дисциплине. Футболисты испанского Реала на своем поле со счетом 3-1 выиграли у итальянской Аталанты в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующий раунд турнира. В составе победителей взятия ворот провели Карим Бензема, Серхио Рамос и Марко Асенсио. Единственный мяч гостей забил Луис Муриэль. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте матча, однако результативными действиями не отметился. Напомним, первая встреча данного кубкового противостояния, которая прошла в Италии, также завершилась победой сливочных со счетом 1-0. Соперник Реала по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта. Путевку в 1/4 финала турнира завоевал и английский Манчестер Сити. В параллельной игре, которая прошла в Будапеште, горожане со счетом 2-0 обыграли немецкую Боруссию из Мюнхен-Гладбаха. Авторами забитых мячей стали Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндаган. В этой встрече английский клуб преодолел рубеж 100 забитых мячей в текущем сезоне. Добавим, что он достигает этой отметки 8-й сезон подряд. Первая встреча, состоявшаяся также в Будапеште из-за ограничений на въезд в Германию, завершилась победой Сити с аналогичным счетом. Соперник подопечных Хосепе Гвардиолы станет известен также 19 марта. Заброшенная шайба и голевая передача Евгения Малкина помогли Питтсбургу выиграть у Бостона в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе пингвинов помимо россиянина отличились Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей гол забил Мэтт Гжельцик. Благодаря результативным действиям в этой встрече Малкин набрал 1100 очков в рамках регулярок. В текущем сезоне на его счету 8 шайб и 16 ассистов. Его Питтсбург занимает 3-е место в таблице
позиции восточного дивизиона, набрав 37 очков. Бостон идет четвертым, имея в активе 32 пункта. В следующем матче команды вновь сыграют с друг другом. Встреча пройдет также на арене Питтсбурга. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над финном Эмилем Русувори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Дубае. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-4. В следующем матче россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который в своем матче обыграл грузина Николоза Басиашвили. В данный момент 23-летний Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов под эгидой данной организации. Ну а лучшим результатом россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Итоги турнира в Дубае будут подведены 20 марта. Ну и в завершение якутские футболисты готовятся принять участие в Дальневосточной юношеской лиге среди игроков 2006 года рождения. Новый турнир под эгидой Российского футбольного союза планируется начать 30 мая. Участие в нем примут 10 команд из Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов округа. Якутию на этих соревнованиях представит сборная республиканской специализированной спортивной школы по футболу под руководством тренера Прокопия Федорова. Выявление победителей и призеров будет проводиться в формате лиги с домашними и выездными матчами. Ожидается, что в первом туре якутские футболисты на стадионе Туймада примут соперников из Белогорска. Встреча пройдет 30 мая. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власей, спасибо. Мы продолжаем нашу программу. В рубрике «События и даты» узнаем, чем запомнился в истории этот день, 17 марта. 17 марта – День Святого Патрика, покровителя Ирландии. Праздник отмечают во многих странах мира парадами и шествиями. В честь Патрика люди наряжаются в зеленые, в петлицу вдевают клевер – символ Ирландии и удачи. По народному календарю, если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег. Многие приметы касаются, конечно, более теплых регионов, но вот универсальное. Сны с 16 на 17 марта исполнится через 12 дней. 17 марта 1816 года пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш. В 1861 году, 17 марта, обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. Ровно в этот же день завершилось объединение Италии в единое государство. Южные и северные земли стали единым королевством. 17 марта 1941 года в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея. Сейчас она входит в число самых богатых и самых молодых в мире художественных музеев. В 1950 году в этот день искусственным путем получен новый радиоактивный химический элемент Калифорний. 17 марта 1856 года родился Михаил Врубель, русский художник. В 1908 году в этот день появился на свет Борис Полевой, советский журналист и писатель-прозаик. 17 марта 1938 года родился Рудольф Нуриев, советский и британский артист балета, танцовщик и балетмейстер. 17 марта 1951 года родился Курт Рассел, американский актер, сценарист и продюсер. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков. Приятная новость для любителей якутского вокала. Стартовала продажа билетов на концерты эстрадного конкурса «Той Хая». Участие в отборе к конкурсу принимали 150 артистов из разных уголков республики, и только 30 из них смогли дойти до финала. Билеты на все 3 концерта в открытой продаже. Финал конкурса состоится уже совсем скоро, 20 марта, в Доме культуры села Арылах. Напомним, конкурс якутской песни «Той Хая» в этом году проходит в 29-й раз. Победителю вокального состязания достанется 200 тысяч рублей. Билеты на эти мероприятия можно будет приобрести через мобильное приложение «Единая карта клиента КСК» или в кассах ДК «Алмаз» и «Той Хая». Уже 3-й день, как начался Великий пост у православных христиан. Он является самым долгим и строгим в плане ограничений из всех многодневных постов и продлится целых 50 дней. О том, как правильно провести этот период, узнала наша коллега из Нерюнгри Ирина Кичигина. Ирина, приветствую, тебе слово.
Здравствуй, Сергей. Для многих из нас пост – это своеобразная диета, когда мы отказываемся от молочной, жирной, животной и вредной пищи. Однако духовенство православной церкви настаивает, что пост – это прежде всего время, когда верующие православные люди проводят в молитве, в искоренении своих пороков, в устранении каких-то недостатков, да, в душевной такой молитве. Вот. Сегодня со мной настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери. Он расскажет нам о том, как правильно поститься для того, чтобы выйти из поста с чистой душой. Иеромонах Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нужно делать в пост, как нужно вести себя для того, чтобы действительно очиститься и быть правильным, примерным христианином? Да, действительно, пост – это особое время для верующего человека, потому что богослужения в храме, они отличаются от богослужений, которые проходят вне поста в другое время. И для верующего человека Великий пост – это, конечно же, принятие участия в молитве, в таинствах церковных богослужений. Ведь мы знаем, что верующий человек должен заботиться не только о своем теле, но и о своей душе. И в Евангелии есть такие слова: «Когда поститесь, не будьте унылы». И на самом деле, если человек заботится о своей душе, то он пост воспринимает с радостью, потому что вся обстановка Великого Поста направлена на исцеление души. В песнопениях церковных, которые сейчас мы слышим в храмах, также говорится, что поститесь, братья, не только телесно, но и духовно. И смысл, религиозный смысл Великого Поста не будет без молитвы, без молитвенного упражнения, которое должен совершать сейчас каждый верующий человек. То есть в первую очередь это, конечно, духовное покаяние, а потом уже какие-то ограничения в пище, правильно? Да, да. А тогда скажите, есть ли какие-то послабления для тех людей, которые, может, по состоянию здоровья или как-то не могут поститься? Да, безусловно. Послабление есть. Поститься лучше здоровому человеку. Человек, который болеет, находится на лечении, который находится на военной службе, беременные, люди престарелого возраста и люди, которые занимаются тяжелым трудом. Для таких людей есть послабление в посту, конечно же. А для нас, для Южной Якутии, это актуально, потому что большинство жителей нашего района – это труженики-шахтеры. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, что Великий пост продлится до 1 мая, а Светлое Христово воскресенье в этом году придется на 2 мая. Сергей? Ирина, спасибо. Будем надеяться, после этой информации многие наши зрители будут поститься правильно. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня днем переменная облачность, минус 8 градусов. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. К вечеру похолодает до минус 13, а ночью до минус 15 градусов по Цельсию. В Ленске временами идет снег, днем минус 5 градусов. Сохраняется ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха немного опустится до минус 8. В алмазной столице также наблюдается снегопад, минус 6 градусов по Цельсию и ветер до 10 метров в секунду. Ночью в Мирном значительно похолодает до 17 градусов со знаком минус. В Нерюнгри сегодня минус 8, сохраняются порывы ветра до 5 метров в секунду, переменная облачность, вечером сильно похолодает до минус 17, а ночью столбики термометров опустятся до минус 19 градусов. И о погоде в столице. В Якутске сегодня солнечно, тепло, минус 6. Вечером температура опустится до минус 11, а ночью похолодает до минус 15. Ветер до 7 метров в секунду, влажность 54%, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Спасибо за внимание. Берегите себя, носите маски, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.